Не тотальный контроль, а профилактика, как результат снижения нарушений и чрезвычайных ситуаций. Такой должна стать работа контрольных органов. Реформа надзорной деятельности продиктована поручением из Москвы. В Коми изменения ощутимы. Только в этом году количество проверок сократилось на 40%. В следующем должно еще на 20%. Стало меньше возгораний, травмированных и погибших на пожарах. Однако участились ЧП в торговых точках. О том, как исправить ситуацию, говорили в региональном управлении МЧС. Диалог с предпринимателями, учреждениями и общественными организациями как элемент реформы поддержал глава. Мы проводим с вами общественные слушания, и это абсолютно правильно, потому что есть, наверное, вопросы, есть предложения, есть замечания. И мы знаем, что сегодня в Государственной Думе рассматривается очень важный законопроект. Этот законопроект, он крайне позитивен, на мой взгляд. Мы работаем с нашими депутатами. Я очень хотел, чтобы и полномочный по правам предпринимателей, и вы, как предпринимательское сообщество, обязательно на эту тему поработали и с привлечением наших депутатов Государственного совета и тех, кто у нас работает непосредственно в этой системе. И, конечно, выработали ряд предложений, которые, с одной стороны, и облегчат, и упростят, но, с другой стороны, и повысят, в первую очередь, ответственность и качество предоставляемых услуг, которые как раз и сегодня у нас несут за собой повышенные показатели смертности, повышенные показатели вреда нанесения здоровью, экономическому ущербу. Открытость – это еще одно условие новой системы контроля. Планы грядущих проверок и их результаты опубликованы на сайтах. Это минимизирует коррупционную составляющую. В Коми на следующий год запланировано более 3000 проверок надзорными ведомствами. 10% коснется объектов малого и среднего бизнеса.